пахнет Родина. Сухой травинкой, запутавшейся в волосах ребенка, сосновой веткой, горечью полынной или печалью в сердце погребенной, овечьим сыром, кофе ароматом, разлитым звонко в тоненькие чашки, дах-чаем, миндалем, душистой мятой, сегодняшнюю явью, сном вчерашним, или жгучим криком чайки одинокой, или чатырдага высотою снежной, старинной песней музыкой далекой. Нет, пахнет моя Родина надеждой. 1988 год. По всему Союзу у каждого на слуху крымско-татарская проблема. Дальше ждать невозможно. Крымские татары требуют восстановить в правах и разрешить, наконец, вернуться на родину после долгих лет несправедливых обвинений. На митингах, встречах повсеместно звучат стихи. Пронзительные, меткие, цепляющие самое сердце. Лиля Буджурова. Кто она? А вы слышали новое стихотворение Буджуровой? Говорят, на следующей встрече она снова будет читать. Ее стихи были как набат, это я уже говорила, действительно настолько были сильны и трогали самые тонкие струны пережитого нашим народом. Лиля ханым Буджурованың мен таныш oldum. 90-cı senelerin birisinde Союзный совещаниеде, Яңгиөлде oldu. Балабан uzun palatkaların içinde milli harekette av barıcılar ular arasında. Lila birinci sefer şiirini okudu. Onu okuyan şiirini o arada men özüm yazıp alıp ketken edim Абинскийге. Анда okuyan edik o şiirini halkka. Но впервые имя Лили Буджуровой я услышал в детстве. Это были начало 90-х годов. Учитель мой, она дала мне сборники стихов Лили Буджуровой. Я тогда принес их домой, помню, читал, и, конечно, это было очень проникновенно, глубоко, и вся моя семья была, наверное, в каком-то таком единении с автором. Разговор с сыном қырым-татарша оқыдым. Білесіз, залда ойлы бір сүкінет бір пайда oldu ki, yaşlar da, kartlar da ve erkekler de көз yaşlarını saklamadan, gizlemeden ağlap oturdular. Daha evlenmezden evvel okugan olsam da, endi özüm ana olarak o şiirini okugan son, o şiirinin күчүнү ve onun bizim halkımızın faciasını nasıl etip göstergenini anladım. Yazgan şiirlerinde hepimizin jiregimizin көтеріп, Kırım'a mutlaka kaytarmız dep ümit etip bizge aşılagan edi. Onun aytkan şiirlerini hepimiz şonдай kol tutup şapıldatkaydık diyecekmin. Вот в моем представлении Лиля была как стартовый пистолет бывает же, вот старт когда дает. Мое представление как раз таки для возвращения она была как стартовый пистолет. Очень даже она сильно повлияла. Даже те, которые, скажем, не хотели даже ехать в Крым, и то они вот тогда были заражены этими стихами Родины. Что заставило молодую женщину написать такие строки? Большое горе, объединившее целый народ. Невыносимая тоска по родине, которую так внезапно, несправедливо отняли. Родной Демирджи, о котором неустанно говорит отец. Я бы вечно на них смотрела. Смотрю на эти камни, на эти скалы вечные. И думаю, сколько же они видели. Я, знаешь, я в детстве думала, когда-нибудь я приеду сюда вместе с отцом. И он мне расскажет об каждом этом камне, где он был, как он туда забирался. Я очень редко спускаюсь в это село. Я приехала в Крым в 91 году, а в родное село не приезжала, наверное, еще лет 5. Хотя казалось, когда я там жила в ссылке, я думала, я приеду и я просто сниму обувь и босиком пройдусь по этим улицам и руками потрогаю стены домов, которые еще, наверное, помнят тепло моего папы. И не смогла. Я не представляла себе, как я войду в это село чужой, не туристкой, которая ничего не знает. Я ведь не была здесь, не родилась. Я ждала, когда приедет отец, чтобы войти
в это село вместе с ним. Вообще первое стихотворение, которое я написала, «Скажи, отец, зачем черны мои глаза», это было папе. Папа для меня символ, первый символ моей родины. Папа у меня символ Демирджи. Я его вижу сейчас везде. Вот мне кажется, вот я сейчас оглянусь, и папа вот там. И поэтому Крым и папа для меня совершенно идентичные такие моральные понятия. А компьютеров тогда, естественно, не было. Это были печатные машинки, и была такая папиросная бумага, потому что она тоненькая. В один замес можно было через копирку 8 листочков вот так проложить, и тогда 8 экземпляров стихов сразу за один раз можно было напечатать. И Алара Метлиесен Фуата-Блинитов, наш замечательный врач, у него в квартире сидело несколько девочек, которые с 3 машинками, которые вот сидели, набирали эти стихи, а потом они по почте или через наручных разлетались по всем крымским татарам. Как пахнет Родина, сухой травинкой, запутавшейся в волосах ребенка, сосновой веткой, горечью полынной или печалью в сердце погребенной, овечьим сыром, кофе ароматом, разлитым звонко в тоненькие чашки, так чаем, миндалем, душистой мятой, сегодняшнюю явью, сном вчерашним. Или жгучим криком чайки одинокой, или чатырдага высотою снежной, старинной песни, музыки далекой. Нет, пахнет моя Родина надежда. В Крым она приехала в 91 году уже известным поэтом. Здесь в то нелегкое время родилась новая Лиля Буджурова, журналист и общественник. Жизнь в Крыму, она была настолько активной, она даже была, активной это не то слово, это был бурлящий котел. Это всегда что-то кипело, происходило, взрывалось, бабахало. Нужно было лететь с утра в Джанкой, после обеда в Керчь. Сервер, они же их убьют! Не стреляйте! Пронзила история с Красным раем, когда 26 человек избитых были взяты в заложники, и потом народ с митингами протеста освобождал их. Пронзила в Белогорском, рядом с Карасу-базаром в Белогорском районе история, когда отец 3 детей от безысходности убил себя током, и эти 3 детей и жена остались без кормильца, и потом всем народом помогали им достраивать дом. Пронзили 3 сгоревших детей в палатке на мечети. Пронзили 2 умерших, горевших детей рядом с промзоной в Симферополе, когда скорая помощь отказалась ехать в крымско-татарский поселок, потому что там было бездорожье. Когда меня повезли до встречи с людьми в Сарысу, тогда там еще было чистое поле, и меня тогда это просто поразило, когда я смотрю поле, а где же они тут живут? И тут ямка, и надо спускаться в эту ямку. И было 2 огромные землянки, и вот эта землянка, это просто был такой подземный, такой холл подземный. И из земли же были такие холмики, они мне напоминали могильные холмики. Это были кровати. А еще в земле были ниши, а в нишах стояли бутылки с зажигательной смесью. Эти люди спали рядом со своей смертью. За короткое время Лиля Буджурова стала больше, чем просто журналистом, наблюдающим со стороны, не вмешиваясь в процесс. Если некому было защитить крымских татар в критический момент, если где-то нужно было взять на себя ответственность, она выходила вперед и действовала. Такую же решительность Лиля Буджурова проявляет в отношениях с близкими и друзьями. Для них она лучший друг и надежная опора. Один раз наша подруга
проводила свою дочь на поезде учиться. И в какой-то момент дочь перестала отвечать на звонки матери. И Лиля, я не знаю, она там объявила план перехвата. Она обзвонила, поставила на уши всех, кого можно, и, наверное, тех, кого нельзя. В результате проводница влетает в купе, а дочь нашей подруги просто мирно спит на своей полке. И вот в этом вся Лиля. Она расшибется в лепешку в любое время суток, и это тогда тоже была ночь, но сделает все, поможет в любой ситуации. За любым символом, человеком-символом всегда стоит просто обыкновенный человек со своими плюсами, минусами, со своими проблемами. Со стороны Лиля Буджурова — это Лиля Буджурова, где имя и фамилия неразрывно связаны, и это некий символ очень острых слов, явно выверенных и Богом данных в умении выверить и поставить акценты так, как они есть на самом деле. А во взаимоотношениях и в быту это обыкновенный человек, очень сильный на самом деле, характером где-то, как у любой сильной женщины, граничащей с мужскими какими-то чертами. А она такой по натуре очень взрывной и, мне кажется, вспыльчивый человек. И мне сдается, что эти качества очень важны для творчества. Да? Потому что на вот этом пике как раз весь внутренний мир выливается с выверенными словами какими-то, с выверенными фразами, где, мне кажется, что ей даже не надо применять к себе цензуру. Они настолько попадают в лузу, все эти фразы, все эти слова, как и в стихах, и они делают Лилю такой, какая она есть. Да? Вот этот характер вот с какой-то резкой синусоидой вверх, вниз, и оно вот делает вот такую яркую личность, рядом с которой, например, наверняка очень надежно, но, наверное, в общем, и достаточно сложно. Активная моя общественная позиция, моя журналистская деятельность, она заставляла меня быть везде, где что-то происходит. И в результате так оказалось, что меня выбрали делегатом Курултая, потом на Курултае меня выбрали представительный орган крымских татар, и я была единственной женщиной в первом созыве представительного органа. Но я такой же делегат, как и все присутствующие. И я думаю, я имею право сказать то, что я думаю о том, что у нас происходит вот все эти 4 дня. Вы меня простите, но нам лучше было знать, кто рядом работает, а кто не работает. Я оказалась в Верховной Раде Крыма, стала депутатом от фракции Курултай, и это было тоже очень насыщенное время. Это было очень драматическое время для Крыма и для нашего народа, но оно было очень важным для нас, потому что мы 14 крымско-татарских депутатов в крымском парламенте, состоящем из 100 депутатов. Я думаю, что мы своей работой вывели крымско-татарскую проблему в повестку дня для всего Крыма. С нами стали считаться. Хатırlayım, Лилия Буджурова, Татьяна Корбанмен бәрбір ачлық илан етті. Парламент қаршысында чадырлар құрдылар. Бүтін Қырымдан келген инсанлар, мен анда айтмастайын, тек Қырым татарлары дегіл, башқа миллеттің векілері де келіп башладылар. Дестек көстерелер. Бұларға, бұл ачлық илан еткен инсанларға қол тұталар. Бұл еттіріп сиясетте бек бір кергін вазиетлеріні Лилия Буджурова өзінің принципиаллігінен, өзінің талапкарлығынан, өзінің адалетлі сесінен честі. 1994 жылы біз да Қырымға енді келген бірінші жылларда мен бір вақияны хатırlayым. О вақыт Қырым Нәзірлігінің вице-премьері Евгений Сабуров деген адамдан мен аңлаштым, бір интервью алмаға. Келдім, беклейім, 1 саат кечті, 2 саат кечті, мені қабыл етмей Сабуров. Айталар, мына шынды бошай жақ. Сон оның ярдымчысы, шымды Девлет архивінің директоры Олег Лобов маған бақып айтты: если бы на вашем месте была сейчас Буджурова, она бы ни минуты не ждала. Она бы просто ворвалась и сказала: моя работа, вы мне обещали вот в такое-то время дать интервью, и значит, будьте добры, отвечайте на вопросы. Лиля Буджурова стояла у истоков основания первой после депортации независимой газеты «Авдет». И почти сразу она появилась на телеэкранах, став рупором крымских татар.
На ГТРК решили провести передачу о Курултае, и никто из тогда действующих редакторов и журналистов на ГТРК «Крым» не захотел ее вести. И тогда я набралась наглости и сказала, да я ее сама проведу. Все пожали плечами, сказали, ну пусть девочка попробует. Девочка попробовала, у нее все хорошо получилось. Как будто она работала 100 лет, как мне потом сказали на телевидении. И сразу же после этого эфира генеральный директор тогдашней ГТРК подошел ко мне и пригласил меня на работу. И я напомню, что у крымско-татарской редакции в самом начале время эфира было 10 минут в неделю. Вот представьте себе, 10 минут в неделю. Работали мы тогда день и ночь. У нас не было никакой техники. У нас были какие-то дома для хоум-видеокамеры. Монтировали мы в общежитии у нашего главного режиссера в комнате у Рифата Маликова на 2 бытовых видеомагнитофонах. И когда писали звук на микрофон, там обычно, я не знаю, может, даже не концертный, то получалось так, что скорость верчения этой кассеты на этих видеомагнитофонах была разная. Это была мука мученическая, и по 2 минуты сюжета мы могли монтировать из-за этого по несколько часов. Леонид Грач, Багров, Безазиев, более бір қараманларыны оле бір эр тарафтан ев, сиясет, алып барған фалиет бүтін бөшелерін ашықлап, айдынлап көстерді. Мен айтмас деймін, ең кескін левхалар ана юрт программасында oldu. İnsanlarga, Kırım Tatarlarga nisbeten adaletsizlikler anda gösterildi. Çadırlar, evler, mecburi evler kurulgan, mecburi kasabalar kurulgan yerlerde bu programmalar barıp yetiştirdi. Акшам шарифлеріңіз қарлы olsun, aziz vatandaşlar. Добрый вечер, дорогие телезрители. Я очень рада снова встрече с вами после 2-месячного перерыва. Для тех, кто не видел нашу последнюю передачу, я сообщаю, что теперь передачи с названием «Меджлис Информ» на крымском телевидении не будет, а будет передача «Анна-Юрт», что в переводе с крымско-татарского означает «Родина», «Отчизна». Для некоторых наших телезрителей очень не нравилось название «Меджлис Информ», оно мешало им спокойно жить, и мы решили его заменить из милосердия. Быть может, от этого станет кому-то легче. Я как директор не вмешивался в ее процесс совершенно, но честно за это я и огребал по полной. Я никогда не знал, о чем будет эфир Лилин. Я никогда зачастую даже не знал, кто будет у нее гости. Во-первых, у меня всегда было такое правило во время Лилиных эфиров быть у себя в кабинете, потому что, как правило, с первой же минуты начинались звонки директору, либо остановить эфир, либо повлиять на что-то, либо успокоить ведущую. Она очень нетерпима к неправде. Поэтому ее эфиры, конечно же, всегда на ГТРК Крым были очень острые, и во время ее эфиров, естественно, у меня телефоны раскалялись. Принципиальность, кристальная честность и профессионализм быстро сделали Лилю Буджурову эталоном крымской журналистики, символом новой эпохи, времени демократии и журналистики без цензуры. И если у одних это вызывало чувство гордости и уважения, то других попросту злило. Однажды мы снимали митинг, мы их называли, этих стариков, которые любили митинговать, вязаные береты. И к нам подошел дед с палкой, и он начал на Лилю там, значит, наезжать и какими-то словами ее обзывать, и палкой этой своей ей в лицо махать. Она слушала все это спокойно, а потом сказала: «Дед, я, конечно, маленькая, хрупкая женщина, но на тебя у меня сил хватит». Ее четкая позиция нередко становилась причиной критики и угроз в ее адрес, а иногда и реальной опасности. В марте 2006 года неизвестные облили бензином и подожгли ворота гаража рядом с домом Лили Буджуровой. Дома тогда находились пожилая мама, сестра и племянница. Что больше всего ее напугало в этой истории, что то, что полетело там в окно, то, что бросили эти негодяи ей в окно, могло попасть на ее внучку, которая тут спала в кроватке. Но даже такие события не могли заставить Лилю Буджурову отказаться от своих принципов. Каждая СМИ, если в нем работала Буджурова, считалась объективным на 100%. Будь то газета «Первая Крымская», где она работала больше 10 лет, или телеканал АТР.
Добрый вечер. Ее приход на АТР вывел телеканал на новый уровень доверия со стороны зрителей. Программу «Гравитация» зрители смотрели до последней секунды, а новости «Заман» под ее редакторством считались лучшей информационной службой полуострова. Это был не очень легкий для меня шаг, когда я рассталась с телекомпанией, на которой я работала почти 30 лет, и перешла на другую телекомпанию. Но я совершила этот шаг, потому что эта телекомпания была крымско-татарской. Главные для меня слова. И придя на эту телекомпанию и начав этот проект под названием «Гравитация», я самим словом хотела сказать людям о том, что мы все связаны между собой, потому что гравитация – это не закон притяжения, открытый Ньютоном. Гравитация – это связи, это взаимопритяжение. Я очень прошу вас немножечко успокоиться. Давайте мы поговорим на другие темы. Не употребляйте слово «руководящие органы культуры». Ну, нельзя руководить культурой. Я сейчас очень на вас злая. Если вы мне даете право выражать свои личные эмоции, значит, я должна взять этот iPad, потому что жалко, нет татарского флага. И значит, я могу вас ударить. Если сидящим в зале дать в руки хотя бы по игрушечному пистолету, они откроют друг по другу стрельбу. Вы видите, какое настроение? Диаспора. Наболевший вопрос. Один раз по-человечески посмотреть. Ну, ошибся я. Ну, давайте забудем. И снят вопрос на веки вечные. Из уважения к вам. Я извиняюсь за это. Ну, ее самый главный принцип был – это обязательно разность точек зрения. Чем разность полюсов была больше представлена, тем лучше. И самое главное, она давала возможность это выразить, высказать, аргументировать, доказать. Поэтому на эту передачу зачастую была даже очередь из различных, от простых людей до чиновников высокого ранга, которые действительно хотели довести эту точку зрения. И это получалось. Буджуровой было всегда и легко, и тяжело. В плане легко. Легко было с ней заговорить и заинтересовать, рассказать, наверное. То есть она человек, который жила работой всегда. Что-то рассказывать, чему-то обучать, она будет всегда эмоционально и жестковато. Это надо уметь выдержать. Это человек-авторитет и в некоторой степени даже каток. Если вы выдерживаете этот каток, это может быть хорошим подспорьем и удачей вашей просто и возможностью чему-то научиться в профессии. Здравствуйте, в эфире «Заман». Самые актуальные и достоверные новости текущего дня. Нас очень часто критиковали за наши новости. При любом политическом режиме, под любыми флагами, под которыми находился Крым, новости «Заман» всегда критиковались. И у меня всегда был на это один и тот же ответ. Мы показывали картину дня. Это была вообще не работа, да? Это вот работа даже кощунственно назвать. Живя в АТР, все, что происходило вокруг телекомпании, внутри телекомпании, ты не просто пропускал через свое сердце, оно там, внутри этого сердца было. И, конечно, это сердце разорвалось на мелкие кусочки, когда телеканал был закрыт. Если говорить о том, какие самые драматичные события в моей жизни были, на первом месте я, наверное, поставлю смерть своей мамы, а второе – это закрытие АТР. Это было так же больно. Это было так же невозможно осознать даже, что это возможно. Это было так, как будто у тебя вырвали кусок сердца. А закрытие АТР стало для нее просто настоящей трагедией. Вот то, что переживал народ в то время, боль, она все перенесла еще через себя. Она просто заболела. Болела надолго, несколько месяцев, и тяжело болела. Даже в тот момент, когда было невыносимо больно, и когда таймер отсчитал последние секунды работы АТР, и когда экран стал черным, а мы стояли в студии и обнимали друг друга и плакали, мы знали, что мы проснемся на следующее утро и пойдем что-то делать еще. Так и получилось.
Это интернет-проект Crimean Tatars. Мы ведь поставили перед собой очень амбициозную задачу сделать Crimean Tatars своеобразной энциклопедией о крымских татарах. Это жутко интересно. Кроме того, мы создали студию Харадинис Продакшн, которая продолжает очень много прекрасных проектов, начатых при АТР. Это, к примеру, наш проект, который теперь называется Джан Лосес. Мы точно так же снимаем великолепные клипы. Мы точно так же стараемся быть на всех важных, но теперь уже только культурных и социальных событиях, связанных с крымскими татарами. Проект Crimean Tatars стал еще одним таким любимым детищем Лили Ханум, где она себя реализовывает вот так же на 100%, как на АТРе. Даже при этом сохранив вот эту вот оперативность, динамику, как будто вот мы выпускаем все в прямом эфире, и нужно это все подать вовремя, ни в коем случае не позже, все с такой же педантичностью, с такой же правдивостью, с таким же качеством. Лилия Ханум тут спуску не дает никому. Работа также продолжается в круглосуточном режиме. Очень часто в наших рабочих чатах Лилия Ханум и в 2 часа ночи, и в 3 часа ночи направляет задачи, где-то там критикует, что-то не так сделано. То есть для нее важно все. В этом году мы закончили и показали зрителю первый крымско-татарский фильм «Сказку Хадыр-Деде». Это нечто фантастическое. Когда ты не просто идешь вперед, а вот идешь, идешь и идешь. Вот и говоришь, а я пойду все равно. Пусть там вот эту дверь передо мной закрыли, а я найду щелочку, просочусь, и все равно я должен. Вот им, тем, кто закрыл двери, и кто вот вокруг, для которых это важно, я все равно должен пойти вперед. И когда ты так думаешь, что те камни, которые по дороге попадаются, на них внимания не обращаешь. А ты думаешь, а вон та скала, а я сейчас через нее тоже перелезу. И пусть они все, и свои, и чужие, и те, кто тебя ненавидит, и кто нас всех любит, пусть они видят, что мы и эту скалу тоже преодолеем. И если кто-то думал, что нас можно зарыть в землю, я повторю эту банальную фразу, он просто забыл, что мы семена. Она настоящий журналист, настоящий человек и настоящий друг. У нашего народа она одна такая, яркая, масштабная личность, бесстрашная и принципиальная. И очень ему нужна. Вот умение справиться где-то с эмоцией, быть сильной даже с друзьями, это ее вот такая черта. Она не то, что не может, может, она и хотела бы быть слабой. Ну, просто вот уже Буджурова не имеет права быть слабой. В сложные времена людям нужны личности, которые будут их вести за собой, сильные и принципиальные. Несомненно, что для крымских татар одной из таких личностей является Лилия Буджурова. Лилия Буджурованы «Говори, отец, говори» деген шиыры бар. Мен айтма істеймін, çok yazık ki bizim derdimiz öyle bir çok ki daha çok айтмақ керек. Лиля, susma, Лиля, говори. Говори, Лиля, говори. Есть какие-то времена, в которые, наверное, очень важны люди-символы, чтобы на них держать ориентир. И когда произошли условные перемены, назовем их так, то очень многим людям важно было опереться о мнение людей, которые таковыми являются. И вот то, что Лиля сказала, это было совершенно чуткое, непоколебимое желание жить в Крыму. И оно проецировалось и давалось посылом вовне. И это было очень важно, чтобы были люди, которые говорили, что это земля, куда мы долго шли. И какие бы ни были времена, и никакие бы ни были волнения, и какие бы ни были страхи, мы должны здесь жить. Подытоживая все это, можно сказать, что просто, Лиля, будь такой, какая ты есть у нас. 60 лет – это время осмысления пройденного жизненного пути. Время взвешивания ошибок и побед на весах опыта. Время подведения итогов. Но, кажется, для Лили Буджуровой итоги подводить еще рано. Она и сегодня, не останавливаясь, идет вперед.